Здравствуйте, вы смотрите новости телекомпании «Новый век», в студии Юлия Артене. Маломобильные граждане и их незаметные барьеры. Как в Кызыле обустроены тротуары и пешеходные переходы для людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках федеральной целевой программы «Доступная среда» практически во всех организациях и учреждениях Кызыла установлены пандусы по госстандартам. Сегодня активисты регионального общероссийского народного фронта провели мониторинг доступных пешеходных переходов и тротуаров столицы для маломобильной категории граждан. Кирилл Ожик – инвалид-колясочник. В теплое время года он вынужден добираться до работы самостоятельно. Ежедневно преодолевая путь от района хлебозавода до Национального музея, он сталкивается с разными препятствиями. Где-то трубы ремонтировали и не заделали тротуар, а где-то и вовсе не проложили асфальт. Вот эти бордюры, здоровые люди, пешеходы, они не замечают, что там высокие бордюры, да. А для нас это большое препятствие. Вот для человека ходячего, да, вот поставить забор вот такой, да, и он будет на работу каждый день, перелезать через этот забор, идти на работу. Вот такое сравнение, такая трудность будет. За 5 с лишним лет Кирилл Ожик установил для себя определенный маршрут. Он уже знает практически все выбоины по пути и старается их объезжать. Однако после дождей сложнее определить, есть ли ямы на тротуарах. Здесь идет продолжение. Видите, как могу проехать. Иногда вот эти штуки я перепрыгиваю вот так. Вот так перепрыгиваю. Самым большим препятствием для него становятся бордюры, которые в большинстве не оборудованы под маломобильных граждан. Самый обычный пешеходный переход, но здесь не установлены пандусы. И людям с колясках приходится здесь переходить с чьей-либо помощью. И как мы сами убедились, местами без посторонней помощи не обойтись. Молодой человек, можете помочь нам? Инвалидная коляска выдается раз в 4 года. И за это время она ломается не раз, говорит Кирилл Ожик. Летом после дождей у него сломалось колесо, пришлось ремонтировать самому. Но это не самая большая из проблем, говорит он. Сложнее всего бывает зимой. А зимой никак. Транспорта у нас нету, только вот машины надо, такси вызывать. Это каждый день получается туда-обратно 150 с чем-то, да, рублей. И вот считайте, сколько получится в месяц. Мониторинг городской инфраструктуры по федеральной целевой программе «Доступная среда» продолжается. Так, сегодня активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта зафиксировали практически все проблемные места на тротуарах и дорогах. По итогам этого мониторинга мы проведем расширенное заседание, куда обязательно пригласим представителей тех организаций, в которых были выявлены недостатки, такие как неправильный уклон пандуса, несоответствующие дверные проемы, которые затрудняют передвижение людям с ограниченными возможностями здоровья. А также мы пригласим мэрию города Кызыла. И на этом заседании мы озвучим все выявленные недостатки по городу и будем добиваться их устранения. Стоит отметить, что к малоподвижным группам населения относятся не только инвалиды-колясочники. Туда также входят слабовидящие, слабослышащие, мамы с маленькими детьми и пожилые люди. И в вопросе доступной городской среды даже маленькие непроработанные детали могут стать большой помехой для передвижения маломобильной категории граждан. Чинчисан Бугабуяна, телекомпания «Новый век». Отделению медико-социальной реабилитации Республиканского наркологического диспансера Тувы в селе Элагес Чедыхольского района исполнилось 5 лет. 1 сентября 2012 года отделение открыло двери для больных алкоголизмом и наркоманией. Сейчас там работает 23 медика, большинство из которых жители села. В Чедыхольском районе побывала Диана Байнбагус. Ей слово. Укрепляется весь ваш организм. Все, что прежде волновало вас, ушло, рассеялось, забылось.
На пациентов благотворно влияет сеанс транса. Его ведет клинический психолог Чинчи Соян. Чтобы прийти в себя, после трудной жизненной ситуации больным хватает около 10 процедур. Как отмечает врач, сеансы помогают отчасти из-за того, что зависимые от алкоголизма и наркомании люди ведомые, поэтому и подвержены психологическому влиянию. Ощущение легкости, поднимается настроение, улучшается психическое состояние души, снимается напряжение. Таковы результаты трансового сеанса. Изотерапия помогает пациентам найти себя, понять нынешнее психоэмоциональное состояние. На рисунках отражены боль, душевные страдания, закрытость от всех, переживания и напряжение. А вот рисунок мужчины. Он говорит, что при поступлении у меня не было никакой цели, как вот этот квадратик, я не имел никакого представления о будущем. Я думал, что у меня нет никакого выхода в этой жизненной ситуации. После прохождения курсов реабилитации он уже нарисовал другой рисунок. Вот такой. Он говорит, что у меня появилась цель в жизни, я куплю себе машину. Сгруппировав имеющийся в России опыт реабилитационной работы, специалисты резнаркодиспансера разработали свою стратегию 12-шаговой программы. Применяется трудо- и психотерапия. Так как в республике в основном исповедуется буддизм и православие, социально-психологическая служба применяет в практике религиозные элементы. Я достигла уже многого. Узнала много чего хорошего, которого я не знала раньше. И теперь я бы хотела сказать только одно, чтобы наша молодежь задумывалась о том, прежде чем брать в руки стакан. Хотела выразить огромную благодарность своим врачам, наставникам. В спокойной и домашней обстановке в сельской местности, в окружении грамотных специалистов, больные получают возможность переосмыслить свою жизнь, осознать свои ошибки и заново научиться жить в обществе, проводить праздники трезво и получить навыки ведения хозяйства. Есть такие, которые хорошо научатся шить, и потом после этого устраиваются в одном ателье. Девчонка одна наша устроилась работать. Шью. Ну и ребята тоже заинтересованы, тоже шьют хорошо. Как показал 5-летний опыт, эффект от выбранной стратегии и применения методик реабилитации есть. За это время наблюдается рост числа стойких ремиссий больных. До 2016 года реабилитировались 242 наркобольных. Из них успешно прошли лечение 167 человек. Трудоустроено 95 пациентов. За последние полгода реабилитацию прошли 33 человека, из них успешно 28. Трудоустроены 5 человек. Вот это дерево, которое, вот видите, на стене нарисовано, означает жизнь вот нашего реабилитационного отделения. И вот каждый листочек у нас означает, что это наш пациент, который прошел лечение в нашем отделении. Например, вот здесь 2012 год, это наши самые первые пациенты. Потом идет 13 год, 14, 15, 16. И у нас еще есть места, которые до 2020 года. И что еще означает? Вот, например, видите, солнце. Это светлое будущее, куда наши пациенты стремятся. Они стремятся вырваться из ямы, да, куда они скатились из-за алкоголя или наркотиков. Сотрудникам вручили торт в честь первого юбилея и сделали памятное фото. Диана Баембугусересховала, телекомпания «Новый век». Ну а далее нас ждет реклама, не переключайтесь. Не верите своим глазам? Не верю. Пора поверить! В РБТ.ру школьная распродажа. Так, при покупке холодильника Hotpoint всего за 24 990 рублей пылесос в подарок. РБТ.ру. Нужны деньги? Приходите к нам. Займы под залог телевизора, ноутбука, телефона и бытовой техники. Улица Кочетова, 93, торговый центр «Лакомка», 2-й этаж.
это для меня как родной дом, родной край, родные земли. Кызыл — это для меня место, где можно быть самим собой. Это мой город. Его строил мой прадед. Я родился в этом городе, отец родился в этом городе, отец отца родился в этом городе. Приезжайте, но не пакостите. Я напоминаю, что вы смотрите новости. Мы продолжаем. Архитектурно-скульптурный комплекс «Центр Азии» накануне отметил 3-й день рождения. Напомним, 6 сентября 2014 года в рамках празднования столетия единения Тувы и России был торжественно открыт комплекс. Тогда при участии Героя России министра обороны страны-уроженца Тувы Сергея Шойгу на набережной Инсея прошла церемония открытия архитектурно-скульптурного комплекса «Центр Азии». Набережная стала одним из главных объектов, входивших в программу подготовки к столетию единения России и Тувы. Свидетелями этого знаменательного события стали тысячи жителей республики и гости региона. Архитектурно-скульптурный комплекс «Центр Азии» – это обелиск, символизирующий географический центр азиатского континента, скульптурная композиция «Царская охота», являющая собой скифского царя и царицу на охоте, 2 здания, ресторан национальной кухни и дом туризма. Скульптурная композиция «Царская охота» создавалась в знаменитых мастерских художественного литья Италии Мариани и Массимо дель Кьяро в 2013 году. Автором нового обелиска «Центр Азии» и скульптурной композиции «Царская охота» является Дашин Амдаков. Это всемирно известный российский скульптор, художник, ювелир, член Союза художников России. Сюжет скульптурной композиции посвящен героическому мифу древних кочевников Евразии. Всероссийский футбольный турнир «Кожаный мяч» в 53-й раз соберет под своим знаменем юных футболистов со всех уголков России. Футбольные таланты будут сражаться за звание лучших команд в 3 возрастных категориях. В этом году уже состоялись соревнования во всех 85 субъектах страны, то есть прошли 1 и 2 этапы турнира на городском, районном и региональном уровнях. С 9 по 17 сентября в городе Ейск Краснодарского края состоится всероссийский финал турнира. Туву в соревновании представит футбольный клуб «Скиф», который является победителем республиканского этапа всероссийского турнира «Кожаный мяч-2017». В Краснодарский край поедут 12 юных футболистов 2006-2007 годов рождения во главе с тренером Дмитрием Герасимчуком. У нас есть определенные задачи на этот турнир. Задача номер 1 – это глобальная задача показать, что у нас в Республике Тыва живет футбол, что мы не просто приехали отбыть номер, что у нас есть дети, хорошие дети, способные дети, которые с пониманием относятся к этой игре, стараются. И чтобы на нас обратили внимание, что тувинские дети, они по-своему способны, есть некоторые качества, которые у них наиболее, даже лучше развиты, чем у остальных ребят. Вот. Показать, что мы футбольный регион, и что мы умеем играть в футбол, и хотим, и будем. И любой команде, которая будет играть с нами, легко не будет. Ребят поддерживают в первую очередь родители и родные, которые подбадривают их словами поддержки и пожеланиями никогда не сдаваться. Конечно, наставление, чтобы он был осторожней в дороге и как вести себя в дороге, не отлучался от товарищей, от тренера. Это самое главное, безопасность. А так, чтобы старался, играл дружно. Один за всех и всех! Как показывает практика, именно летом выгоднее всего покупать изделия из меха, в том числе шуб. И вот почему. Самый большой выбор изделий из новых коллекций, максимальные скидки, отсутствие очередей, возможность спокойно и обдуманно подготовиться к зиме. Да, лето поистине выгодное время для покупки новой шубы.
Пожалуй, очень низкие цены на шубы. Так заявляют в этом году производители меховой фабрики «Белка». Чтобы разрушить стереотип о заоблачных ценах, они готовы предоставить доказательства. Мутон по 9 тысяч рублей, норковая шуба по 57 тысяч рублей. На выставке меховой фабрики «Белка» представлены новые изделия из облагороженной австралийской овчины премиум-класса с различными отделками из норки, писа, бобра, лисицы, каракуля, которые закупаются на ведущих мировых аукционах. Также прекрасных модниц порадуют роскошные шубки из меха норки, нутрии, бобра, рекса, енота и даже лисицы, а также дубленки и меховые жилеты. Стильные практичные изделия-трансформеры никого не оставят равнодушными. Основа таких шубок выполнена из высококачественной норки или замши, а капюшон, рукава или подол из благородной овчины. При желании данные части изделия можно легко отстегнуть и превратить длинную теплую шубу в облегченный стильный вариант для автоледи. Еще один плюс покупки шубы напрямую от производителя – это гарантия качества. Те, кто уверен в нем, разрешают даже заглянуть под подклад, оставляя для этого специальный карманчик. Все шубы должны быть чипированы. Выставка кировской меховой компании «Белка» работает в спорткомплексе имени Ивана Ярыгина с 9 по 12 сентября с 10 до 19 часов. Действует рассрочка на длительный срок. А сейчас о погоде. В течение суток по республике ожидается усиление северо-западного ветра до 17-22 метров в секунду, грозы, в горах местами сильный дождь и возможен град. В Кызыле ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью плюс 11, плюс 13 градусов, днем плюс 17, плюс 19. Это все, о чем успели вам рассказать к этому часу. До свидания.